Элмакс — это порошок, он не куется, ковать его нельзя. Порошковую сталь не куют. Такие комментарии я получаю постоянно. Когда я только открыл свой канал 3 года назад, их была просто масса и в основном матерного содержания. Вообще в нашей стране не любят доходить своим умом до чего-то, а обычно пересказывают мнение того или иного авторитета. Зачастую в том неправильном варианте, который поняли. Тоже относится и к YouTube. Если у тебя 100 подписчиков, а тебя вытирают ноги. Если 100 тысяч, ты царь и бог, какую глупость бы ни сказал. Так и у меня. По мере набора подписчиков, комментарии по поводу «порошки не куют» стали более вежливые. Поэтому у меня появилась возможность не только банить, но и узнать, откуда дровишки, кто распускает эти легенды. Эта легенда о порошке, который не куют, входит в мою топовую тройку. Первая, конечно, о Булате, что секрет Булата утерян, что его можно получить только в Тигле, и что только один единственный мастер в мире его делает. Но имя мастера каждый называет почему-то свое. Пришлось снять на эту тему целое видео, но не помогло. Основная масса народа так и продолжает считать, что если расплавить промышленную углеродистую сталь в Тигле, посыпав ее чугунной крошкой со стеклом и тайным ингредиентом, то вы, конечно, получите настоящий булат. Итак, я отвлекся. Никаких ссылок на научную литературу, что порошок не куют, от комментаторов я, конечно, не получил. Сам искал, но тоже не нашел. Если кто-то нашел, то напишите мне на почту. Кроме видео с ярким персонажем, никакой информации, что нельзя ковать, мне не прислали. Самый распространенный ответ комментаторов – это: все нормальные мастера об этом знают, и никто его не кует, а ты один такой. Дальше зависит от уровня собеседника. Когда в 60-х годах прошлого века современную технологию порошковой стали завезли в Советский Союз, возможно, так и было. В сети есть несколько советских научно-популярных видео на эту тему, можно их посмотреть. В них действительно из порошка сразу прессуют детали. Но с тех пор многое изменилось. В мире требуется огромный объем и номенклатура продукции. На каждую отдельную деталь не наделаешься форм. Так что пока без прокатной порошковой стали не обойтись. Читать комментарии – бестолковое занятие. Ни разу никого в комментариях не смог убедить. Поэтому постараюсь сделать это сейчас наглядно и максимально просто. Не будем тратить время на объяснение, что такое порошковая сталь. В сети есть сайты заводов, кто не в курсе, поищите. Я предлагаю обратиться к официальным документации самого производителя стали. Вот всем известная CPM-10V от Crucible. Здесь американскими буквами по-русски написано «ковка» и дан диапазон ковки. Вот порошковая сталь S690 от Böhler. Здесь тоже даны режимы ковки. Если поискать, я думаю, и на другие порошковые стали можно найти режимы ковки. Но вот на К390, с которой я много работаю, я этих данных пока не видел. В чем причина, непонятно. Все порошковые стали одинаковые и ничем принципиально не отличаются. Но у меня есть догадки. Давайте обратимся к техпроцессу производства. Вот техкарты Böhler. Видно процесс производства порошковых заготовок и простых отливок. Видно, что сами процессы получения порошковой стали и обычной разные. Но в итоге и там получаются многотонные куски стали. И что с ними делать дальше? Пилить? Неужели дальнейшая их судьба не отличается, ведь порошковую сталь не куют? Конечно, нет. Самый простой и дешевый способ все еще старая добрая ковка. А потом идет прокатка до товарного вида, а именно проката круг, квадрат, лист, полоса. Далее все идет на смягчающий отжиг и потом на подгонку под
прокатные стандарты. А что вы хотите? Все должно быть ровно, так как написано. Это только у нас можно купить электропровод в 2,5 квадрата, сделанный по ТУ, проложить его, а потом по мере течения он окажется 1,7 квадрата. Ну, может, такая технология только у Бёллер, они не в курсе, что порошок не куют. С мотором Crucible. Странно, то же самое, опять ковка. Значит, можно ковать. Если куют на производстве многотонным молотом или прессом, то почему я не могу маленьким молотком? Не вижу логики. Вот номенклатура проката порошковой стали. Вы можете купить любой прокат на заводе, хоть начальную упаковку весом от 45 тонн, хоть пруток метрового диаметра. Ну, купили вы 50-тонную упаковку. И что с ней делать дальше? Как получить деталь? Вырезать или выточить, пустив в стружку 90% металла, потому что порошок не куют? Наверное, нет. Самый простой метод для более мелкого производства – это взять подходящий прокат и штамповать свои детали. Но штамповка – это тоже вид ковки, кто не знает. Но если у вас большой объем деталей, то есть и другой способ. Можно заказать сразу целую деталь, избегая ковку. Вам останется ее только обточить под размер. Это как раз и есть тот самый метод, что показывают в старых советских фильмах. Но производителям ножей этот метод пока не светит. Вероятно, объемы должны быть огромными. Вроде никто не заказывает сразу готовые клинки, чтобы не вырезать их потом из листа, не точить спуски и не тратить дорогущий абразив. А как бы было хорошо. Купить бы свой свечной порошковый заводик. Сейчас, конечно, доступны бытовые 3D-принтеры, печатающие пластиком. Можно легко печатать рукоятки для ножей любой формы, цвета. Скоро, я думаю, можно будет печатать и сталью дома. Тогда все кузнецы, гриндеры и приклеиватели рукояток уйдут на заслуженный покой. Технологии уже есть, но это пока дороговато. Так почему в брошюрах не всегда пишут температуру ковки, если мы теперь понимаем, что порошок все-таки куют? Думаю, потому что предприятия, которые занимаются ковкой, штамповкой деталей, сами подбирают режимы, либо работают по тех картам, которые им предоставляет завод-изготовитель стали. Брошюры это так, для общего понимания обывателя. Заметил, что чем новее сталь, тем меньше информации. Например, на М398 от Бёллер нет даже диаграммы термокинетического распада аустенита. А зачем она нужна, не знает даже технолог российского представителя, ведь ее никто не спрашивает. Он может подобрать режимы закалки к моему оборудованию на любую твердость, но со структурой уже никто не работает. Все идет к упрощению, это понятно. Итак, на основании моего личного опыта я могу сделать такие выводы. Ковать любую порошковую сталь можно. Но если у вас серийное производство, то делать этого не нужно. Нормальное производство ножей давно работает с листовой сталью, причем с любой, не только с порошковой. Поэтому, если вы увидите серийный нож в магазине за $100 с гордой надписью «Кованый», вы должны точно понимать, что это либо маркетинговый ход, либо производитель ничего не понимает в металлообработке. В обоих случаях покупать такой нож не стоит. А остальным любителям, типа меня, ковать порошковую сталь нужно. Несмотря на то, что производители порошковой стали пишут, что плотность их проката близка к 100%, это не так. Остаются еще зазоры между частицами и неметаллические включения. Кто не верит, просто отожгите сталь на булат, и на первых ковочных циклах вы увидите пузырики и капли жидкости на поверхности. Ковка при низких температурах позволяет их выдавить и изменить форму зазоров. Все тесты правильно кованых клинков показывают значительный рост в режущих свойствах по сравнению с вырезанными из листа. К тому же порошковая сталь гораздо проще и легче куется, чем обычная, и у нее больше ковочный диапазон. В общем, господа товарищи, я не настаиваю на своей точке зрения. Сталь не рекламирую и не продаю. Представительства заводов
производящих порошковую сталь, можно легко найти в интернете. Каждый должен сам решать, ковать или нет, основываясь на свой личный опыт, а не на слухи. В общем, не верьте авторитетам, проверяйте информацию в сходнике, а не в YouTube или на форумах.